Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Военкоры, спортсмены, артисты, общественные деятели – все они проводят сборы в рамках проекта «Все для победы». И так уже 3 года. Народный фронт объединил миллионы людей в нашей стране. О том, как проект реализуется в Якутии и кто в нем участвует, мы сегодня и поговорим с гостем студии, координатором Народного фронта у нас в республике Тимофеем Васевым. Тимофей, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, как проект начался в Якутии? Все-таки 3 года уже прошло. Какие ключевые моменты можете отметить? Это огромные масштабные сборы прежде всего. Это очень большое количество гуманитарной помощи, техники. Это все то, что передавали и дарили люди для бойцов. И мы своевременно доставляли с помощью российских железных дорог. Это огромные сборы. Вот весь проект за 3 года, как объявил президент Владимир Владимирович Путин на форуме «Все для победы» 3-летия в Москве, о том, что собрано 54,5 миллиарда рублей. Вот. И что 30 миллиардов — это только сборы организаций различных объединений, то есть групп, а 20 миллиардов — это то, что собрали люди. То, что и шли пожертвования в фонд, то, что сканировали люди QR-коды, которые мы распространяли, и на все эти средства приобретены очень много снаряжения, прям не все не пересчитать. Это то, что здесь мы доставляли, вот как бы собирали здесь сбор и передавали для наших подшефных военных подразделений. Это все то, что приближает победу. И благодаря тому, что вот по всей стране проходили такие сборы, что собирали различные кулибин-клабы, различные вот дроны, различную технику придумывали совместно с Ростехвооружением. Благодаря этому уничтожено военной техники противника на 2 миллиарда долларов. То есть это огромный вклад. Также хотелось бы сказать, что ребята, которые принимают участие в гуманитарной миссии Народного фронта, это просто вот ни с чем не передать. Люди, которые по 3-4 часа в сутки спят и каждый день работают в госпиталях, на эвакуации, собирают гуманитарную помощь. Это действительно дорогого стоит. Их труд — это прям то, что приближает победу. Но ведь вся эта гуманитарная помощь — это очень такой сложный и выверенный механизм. Как настроена логистика? В одном пункте собрали, передали другим, потом уже тем, кто действительно в этом нуждается. Да, то есть идет общая работа, то есть через наши пункты сбора гуманитарной помощи. Здесь, в Якутске, это работает волонтерское движение «Добровольцы», наши народные полки Народного фронта. И вот так тут в каждом субъекте Российской Федерации происходят сборы, потом все отправляется в новые регионы, и там уже ребята распределяют. То есть это там машины, люди, это все вот просто вот сразу же передается, то есть и адресные посылки, которые своевременно отправляются из Якутии и доставляются до бойцов. То есть бывает так, что приходит обращение от наших парней, что вот мне нужно вот так и так. Вот, конечно же, и все. Здесь и проходит вот огромная работа, что тут собрали заявки, большое количество, волонтеры укомплектовали, активисты, и все отправилось туда. То есть прям ни с чем не передать слаженный логистический механизм. А вот что сложнее доставлять? Какие-то адресные посылки, чтобы найти именно того получателя? Или, может быть, какую-то крупногабаритную технику, я не знаю? Ну, от всего идет так, что когда отправлялось самые первые отправления гуманитарной помощи, да, вот техники, мы с ребятами с Якутии работали в Ростове, подготавливали 400 автомобилей. То есть на большой площадке и торжественно выдавали нашим бойцам, которые приехали с линии боевого соприкосновения. И, конечно же, дополняли их. Я бы не сказал, что сложности какие-то есть. То есть все своевременно мы доставляем. Все идет так, как нужно. То есть люди работают, люди действительно слаженно. То есть, говорю же, механизм проработан. И хочется сказать о том, что те люди, которые жители нашей республики, те, которые подготавливают прежде всего вот различные гостинцы, послания, да даже дети, которые пишут различные поздравительные как бы письма к различным праздникам, да, к 23 февраля, к 9 мая, пожелания пишут на таких тут треугольных конвертиках. Это
все то, что приближает победу. Это действительно для бойцов, когда заходишь к ним в блиндажи, когда видишь, что у них в штабах на стенах висят детские рисунки, это действительно прям думаешь, вот, привет из Якутии. Да, вот это многого стоит. И ребята готовы с этим. Некоторые даже, когда вот мы в прошлом году приезжали бойцы, которые отличившиеся, и ко Дню народного единства мы с ними пошли в 24-ю школу, чтобы они рассказали о своем боевом пути. Они говорят, блин, Тимофей, они вот пишут письма, это нас так за душу трогает, мы так с ними вот прямо у сердца держим и идем с ними в бой. Да, и когда мы их вот доставляем до бойцов, то есть это прям что-то с чем-то. То есть мы, бывает, вот когда здесь компонуем, мы отправляем на Новоазовск. Новоазовска уже какие-то группы ребят, которые приехали с части, их уже развозят, уже как бы логистика настроена. Работа в Курской области — это то, что наша группа с Республики Саха-Якутия одна из первых туда приехала и начала работать в военных госпиталях, помогать нам, бойцам, разгружать медицинскую помощь различную. То есть здесь комплектовалось все, даже вот одежда. Там, я помню те 8 тысяч джинс, которые мы загрузили вручную и отвезли там, в Железногорск там, в пункт временного размещения. Это различные продуктовые наборы, которые мы собирали каждый день, просто с утра до вечера. Это все действительно огромная работа. Это то, что вот мы, одна из первых групп в этом году, которая поехала в новые регионы, в Донецк, Луганск, которая работала там же, вот в Донецке, в военных госпиталях. Это то, что мы в Макеевке прорабатываем. То есть каждый раз вместе с жителями компонуем гуманитарную помощь набора, а дальше уже наши ребята-сотрудники в рамках проекта «Все для победы» все вот развозят до новых регионов, где жителям просто вот, нечего есть, как бы все, ничего нету. И вот гуманитарная помощь — это самое то, что им нужно сейчас. И, конечно же, поддержка. Ребята-волонтеры выезжают, помогают нам починить, залатать, стекла сделать. Там, то есть прям огромная работа, все кипит. Знаете, как все трудятся, как пчелы. Мгм. Ну, а вот кто-то же все-таки проверяет работу и посылки на качество, потому что мы ведь не можем отправить то, что просто здесь не пригодилось. Конечно же, все мы проверяем, все компонуем, чтобы и по весу, чтобы когда автомобиль, или транспорт, или железная дорога все отправлялось, все это, конечно же, проверяется. Главное, чтобы вот не берем такое, чтобы скоропортящиеся продукты, да, чтобы оно по пути не испортилось просто-напросто, да. То есть мы собираем так, чтобы вот бойцы и волонтеры добровольческого движения, волонтерского движения добровольцы, они все проверяют. Каждая посылочка проверяется, сколько сетей, сколько масхалатов, сколько одежды нужно на подразделение. То есть и даже бывает так, что наши бойцы зовут, вот у нас столько-то с Якутии, мы спрашиваем сразу же, а сколько в подразделении ребят? Потому что каждому хотим уделить внимание. И вот Светлана Ильинична Архипченко, руководитель непосредственно волонтерского движения добровольца, она прям очень кропотливо к этому подходит. И за это ей огромное спасибо, что очень-очень-очень мощно это все проходит, и что каждая посылка собрана с душой. Вот так бы я сказал. Ну, я думаю, что так оно и есть. И еще я знаю не понаслышке, что вот есть те, кто находится в зоне спецоперации, они всегда, скажем так, рады, если вместе с ними находятся ребята из Якутии, потому что наши всегда бойцы обеспечены очень хорошо. А вот когда приходят запросы оттуда, что якутяне просят чаще всего, чтобы им отправили? Знаете, это домашние наши национальные какие-то гостинцы, да, это мы стараемся отправлять что-нибудь сладкое для ребят, вот, потому что в окопе попить чай после боевого выхода тоже нужно. Стараемся отправлять, чтобы у ребят всегда была сменная одежда, то есть это вещевое, нательное белье. Сейчас тут в цехах у нас сшьются и плетутся действительно важные сети, которые мы сами же и проверяем, чтобы это сейчас начали изготовку противотепловизионных покрывал. Все по запросу, но всегда так, что мы отправляем на каждого человека по 3 комплекта, то есть белья. То есть мы отправляем теплую куртку, чтобы ее можно было закинуть, такую камуфлированную. Кстати, расцветка разная, то есть это мох, мультикам, олива, то есть прям то, что ребятам действительно нужно. И все смотрим на то, чтобы было все по сезону. То есть нателку,
теплые флисовые костюмчики, ну, то есть прям стараемся. Ну и, конечно же, медицинскую помощь какую-то отправляем, потому что закупаем аптечки первого, второго эшелона тактические, и их доукомплектовываем, то есть складываем в них еще там, бинты, там, пластыри, то есть такие нефопам тоже передаем. То есть, ну, огромная работа ведется прям. И по запросам они различные. То есть где-то родственники говорят, типа, вот с дома, там, то есть вот мы отправляем фуру через, на базе вот МЧС, службу спасения, то есть идет, и тут же жители подъезжают, типа, а как, через кого передать? Мы такие, да-да-да, это вот сюда записали, скоординировали, все, вот там заберите, там ребятам скажете. Все, и все доставляется в срок. Не было, ну, ни разу таких моментов, чтобы что-то не доставалось. Если даже где-то оно просто оставалось, терялось там или как-нибудь что-то, все равно мы ходили и отправляли. То есть никогда не было, чтобы бойцы оставались ни с чем. Вы еще отметили, что помогаете семьям вот в Курской области, да, если я не ошибаюсь? Да, мы работаем здесь, в Республике Саха-Якутия, и также в новых регионах, и, конечно, в Курской и Белгородской области. Семей участников СВО много. Каждый из них мы уделяем внимание. И большим трудом всех волонтеров, всех добровольцев, которые у нас в стране. Ну и, конечно же, вот как не отметить действия на молодежке Народного фронта, когда мы собираем совместно обращение совместно с фондом защитника Отечества, социальным фондом. То есть при большом взаимодействии мы едем и помогаем. То есть нужно забор поправить, нужно мусор убрать, нужно траву покосить, нужно там крышу залатать, то есть и снег почистить. Вот как бы у нас тоже снежный десант есть такой момент. Это все то, что мы делаем. Это действительно помогает. Там в регионах мы едем тоже. Вот я помню, мы с ребятами в 23-м году работали в Мариуполе. То есть дедушка, у него вообще там все просто вот поросло, ему плохо ходит. Мы с ребятами приезжаем, там просто взяли ему, выкосили все, там просто сделали собаке будку, то есть сделали крышу ему. А район-то, вот Мариуполь, самое то, что зашли бои, вот как бы. И мы приехали, вот просто помогли с ребятами. В Ростове тоже, когда мы вот выезжаем в новые регионы, это просто нам смену передает та группа, которая до этого работала. И мы, конечно же, стараемся все больше и больше сделать упор на то, чтобы помочь тем, кому она, ну, помощь тем, кому она нужна. То есть обращение, как бы люди некоторые такие, да ладно, что мы там сами как-нибудь, а мы настойчиво говорим, нет, мы вам поможем. То есть что вам нужно, то мы и сделаем. Кому-то забор возвести, вот как в Якутске мы сделали тоже бабушке. То есть у нее забор покосился, мы просто взяли, прям его сравняли и сделали новый. Вот все, она счастлива. Вот тоже поехали, там дров отвезли, тоже как отец нескольких участников специальной военной операции тоже сделали, как бы тоже хорошее дело, где-то льда привезли. Как бы в Алдане там тоже ребята, просто там снега столько выпало в этом году, как бы ребята к одной семье несколько раз приезжали, разгребали все это тоже, и прям огромная работа. Тимофей, и вкратце, учитывая, что вы проделываете такой объем работы, я думаю, что вам нужны помощники, как к вам попасть, чтобы стать членом Народного фронта, и что можно сказать скептикам, которые вот все-таки считают, что помощь одному человеку или посылка, которую отправят одну, ничего не изменит. Я бы сказал так, насчет тех, кто хочет к нам присоединиться, у нас есть всегда социальные сети, мы вообще находимся вот Курашова 24, 502 кабинет, всегда меня можно найти там. Наши сотрудники исполкома всегда вам подскажут, как связаться, то есть прийти в большую команду российскую. И, конечно же, скептикам, да, любой труд важен, главное никогда не оставаться в стороне, и то, что все наши совместные усилия, они приближают нашу общую победу. Ну что ж, большое спасибо вам за то, что нашли для нас время, поделились очень важной информацией, за то, что проделываете такую вот, казалось бы, невидимую работу. Все для фронта, все для победы. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.